나, 되는데, 저기, 지체, 니마, 지체다, 소주, 니마, 숨바 차리요래. 난 가상, 라메시, Сегодня 와다, 망부시대. третий день наших весенних учений. 이내야다, 중내, 시에샤레, И в 라메시, прошлый, 상서야, предыдущий 망타, раз мы с вами 도도지, говорили 소모드나, о качествах, либо 지고뇨가, характеристиках гуру. 마다베, И, похоже, иногда может показаться, 지치, что 캔도, 용구미도 в различных текстах излагается много разных характеристик, много разных важных положений. И мы не можем их ухватить все, и тогда они могут становиться причиной запутанности. И если мы захотим кратко изложить их, то мы можем обратиться к писанию Джагампопы, который практиковал учение Кадам, то есть сущностные наставления линии Кадам, и соединил эти наставления с практикой линии, практики Миларепы. И он посвятил всю свою жизнь практике. Поэтому его слова — это не просто слова, это то, что исходит из его собственного опыта практики. И он кратко изложил все эти характеристики гуру, которые в трактате, который называется «Совершенные деяния». В этом трактате Джагампопа говорит, в сутрах и тантрах излагается много различных характеристик гуру. Однако, если мы захотим свести их воедино, то нам следует выделить три качества. Первое, они должны быть держателями непрерывной линии передачи слова Будды. Второе, они должны обладать добротой и великим состраданием. И третье, они должны отказаться от мотивации низших колесниц и иметь мотивацию бодхичитты. И тогда они могут быть опорой для зарождения преданности. Также владыка Дюсум Кемпо сказал, нету ни одного трактата в тайной мантре Ваджраяне либо Прагняпарамите, в которой бы не излагались характеристики гуру. Как сказал Гампопа, вам необходим тот, кто отсек цепляние к этой жизни, кто может направлять других по пути с великой мудростью, и также тем, кто обладает великим состраданием и никогда не оставляет своих учеников. И это краткое изложение очень ценно. Почему? Потому что его легко понять, и мы можем применять его на практике. Также владыка Цангапа был очень знающим как в комментариях на сутры, так и тантры. И когда он что-либо говорил, он всегда искал подтверждение этому в комментариях на сутры и тантры. И поэтому в своем комментарии на 50 строф Ашвагоша он говорит, если мы захотим кратко изложить все эти характеристики гуру, то ученику следует искать гуру, наделенному 5 качествами. Первое, он должен обладать великим состраданием. Он должен быть непоколебим. Он должен обладать неизменной верой в учение Махаяны. Он должен знать трактаты общей
колесницы и особых колесниц. А также он должен быть искусен во всех стадиях направления учеников. И также он должен усмирить все свои органы чувств и полностью отказаться от всех неблагих деяний, совершаемых телом, речью и умом. Также Джамгон Кунтрул Лудродай, который обладал величайшим знанием в земле снегов Тибета, в своем трактате под названием «Сокровищница знания» он описывает характеристики гуру. И он говорит, что прежде всего линия, которую держит гуру, должна быть непрерывной от гуру Ваджрадхары. Он должен иметь безупречный самай, и он должен придерживаться дисциплины своих обетов и своих самай. И также они должны обладать сущностными наставлениями, которые передаются в линии. И также они должны знать значение слова Будды, а также трактатов. В общем, и в особенности должны хорошо разбираться в тантрах. И последнее, они должны обладать сострадательным умом. И в особенности, как я уже говорил, есть много типов учителей, которых мы можем называть гуру. Однако в контексте Ваджраяны мы прежде всего называем гуру тех, от кого мы получаем посвящение. И каковы же характеристики такого тантрического мастера? Джет Цонгкапа в великих стадиях пути тантры пишет, что в Тибете было много великих ученых и практиков, и они все говорили, что главное это то, что такие гуру должны получить в полноте все посвящения. Они должны в чистоте держать свои самаи и обеты. Они должны понимать практику линии своих гуру, своих учителей, знать 10 таковостей и знать ритуалы дарования посвящения. И это самое главное качество, которое говорил Джет Цонгкапа. И это самое лучшее изложение, краткие изложения качеств гуру словами Гампопы, Джамгона Кунтрула Лодротай и Джет Цонгкапа. Это краткое изложение качеств, которые легко запомнить. И когда мы слышим о всех этих характеристиках гуру, нам может показаться, что гуру, наделенного всеми характеристиками, очень сложно найти. А если мы можем его найти, то такой гуру также редко встречается, как и Будда. Этот автентичный гуру, истинный гуру. И это похоже на то, как мы относимся к Будде. Будда — это кто-то несравнимый. Поэтому нам кажется, что, возможно, мы никогда не сможем встретиться с таким гуру. И, как я уже объяснял, нам следует относиться к гуру как к Будде. И в этом гуру сходен с Буддой, поскольку гуру, наделенный всеми этими качествами, всеми этими характеристиками, очень сложно найти.
И поэтому найти такого гуру, как это излагается в тайной мантре Ваджраяни, чрезвычайно сложно. И у Данаварги говорится, люди разрушаются из-за того, что следуют тем, кто ниже их. Следуя за тем, кто равен им, они остаются такими же, без изменений. Однако, следуя за наилучшими, они обладают наивысшими достижениями. Поэтому следую за теми, кто является наилучшим. В этом стихе у Данаварги говорится, что важно следовать за тем, кто является высшим по отношению к нам, лучшим по отношению к нам. И если даже мы не можем найти того, кто обладает полной свободой от недостатков и обладает всеми качествами, как они были изложены, по крайней мере, нам следует избирать того, чьи качества равны количеству недостатков, либо чьи качества преобладают над недостатками. Это то, как сказано, поскольку сейчас времена упадка, у гуру качества смешаны с недостатками. Они не являются полностью свободными от недостатков. Поэтому хорошо исследуйте, обладает ли гуру большими качествами или большими недостатками. И если вы увидите, что гуру качество преобладает, тогда следуйте за ним, как дети. Это известная цитата из трактата «Абсолютное приближение». Таким образом, нам не нужно следовать за любым гуру, за любым ламой. Мы следуем за гуру для того, чтобы реализовать все свои устремления в этой и в следующих жизнях. Именно поэтому нам следует сохранять бесстрастные отношения и исследовать, обладает ли гуру характеристиками. Нам нужно относиться к гуру с такой долгосрочной перспективой и не просто следовать за какими-то краткосрочными мимолетными чувствами, либо потому что кто-то другой сказал нам, что нам следует следовать за ними, или просто потому что мы упрямы. К примеру, если нам кто-то говорит нам: «О, ты такой великий учитель, ты должен пойти получить от него учение», просто тянет нас за руку для того, чтобы мы шли куда-то. Нам не следует делать этого. Почему? Потому что перед тем, как последовать за кем-то, нам нужно быть очень осторожными. И когда мы начали следовать за кем-то, то тогда мы должны быть непоколебимы. Почему? Потому что как только мы начинаем следовать за гуру, то неправильно не поддерживать чистоту веры и чистоту самаи, независимо от обстоятельств. То есть, каковы бы ни были обстоятельства, нам нужно поддерживать чистоту веры и самаи. И даже если мы решили, что гуру на 100% не обладает необходимыми качествами, нам нужно дистанцироваться от такого гуру и сохранять беспристрастие. Если вместо этого, если мы критикуем их,
и так далее, то это тяжкое нарушение. Поэтому нам следует быть очень осторожными. То есть вопрос в том, что перед тем, как начать за кем-то следовать, нам нужно прилагать много усилий для того, чтобы определиться в своем решении. И когда мы начинаем следовать за ними, то тогда нам нужно быть непоколебимым. И таким образом мы с вами рассмотрели основные качества гуру. А следующий вопрос, на который нам следует обратить внимание, это какое же благо от обретения гуру, наделенного всеми этими характеристиками. Как Гампопа говорит в «Жемчужной нити» собрания учения Дхармы, когда квалифицированный гуру встречает восприимчивого ученика, тогда все качества могут быть обретены мгновенно. Также Джая Гампопа в диалогах с Дюсумой Кхемпой говорит, это естественно, что когда гуру, обладающий реализацией, дарует истинное благословение автентичному ученику, все качества возникнут, как будто бы они были переданы все вместе, то есть одновременно. Такие ученики получат все благословения гуру 3 времен. Они получат благословение всех корзин учения. Они получат благословение всех Будд и Бодхисаттв. И в эти благословения включены все благословения Дакинь и Дharmabal. И в целом вся Дхарма Махаяны постает из благословений, возникает в силу благословения. И также в Махаяне, внутри Махаяны, вся Дхарма тайной мантры, то есть тантра Махаяны, возникает из благословений. В особенности Дхарма Нарупы, линия Кагью, возникает в силу благословения. И эта линия, которую я держу, это передача благословений всех ситх. И в этой линии ситх все предыдущие мастера служат освобождению последующих, тогда как последующие ценят предыдущих как коронную драгоценность. То есть здесь говорится, что все достижения обретаются с помощью благословения линии. И поэтому так важно придерживаться чистоты восприятия для того, чтобы не нарушать эту линию передачи благословений. Также Цампагьяра сказала, если у вас достаточно преданности к учителю гуру, даже если вы не знаете Дхарму, этого достаточно. Даже если вы не получили наставлений, этого достаточно. Даже если вы не умеете медитировать, этого достаточно. Это то, что замещает практику Едама, и этого достаточно. Этого достаточно как практики Дакинь и защитников Дхармы. А для собрания богатства Якш этого достаточно. Этого достаточно, как достаточно одной короны драгоценности. То есть здесь говорится, что в целом в учениях тайной мантры и в особенности в линии практики Кагью связь между
между учителем и учеником чрезвычайно важны. Почему? Потому что ученик зарождает преданность гуру, а в результате этого обретает благословение гуру. И поэтому, если мы находим гуру, обладающего всеми этими характеристиками, когда мы следуем за таким гуру, о чем нам следует помнить. И это то, о чем учат эти 50 строф о гуру, также то, что объясняется в комментарии Цангкапы. Итак, то, что вы видите на экране, это продолжение краткого содержания трактата 50 строф, составленного Джатсангапой. И сейчас мы начнем рассматривать вторую часть. Это объяснение того, как следовать за гуру. Это объяснение состоит из двух частей. То, как оставить неуважительные отношения, и второе – это то, как вести себя уважительно. И то есть это уже основная часть того, как следовать за гуру. То есть до этого мы изучали вступительную часть, сейчас это основная часть, которая объясняет то, как следовать за гуру. И она состоит из двух частей. То, как оставить неуважительные отношения, как бы вести себя уважительно. И первое, то, как оставить неуважительные отношения, состоит из 4 частей. Оставление критики и пренебрежительного отношения, оставление того, что удручает, расстраивает гуру, объяснение невидимых недостатков и краткое изложение. 4 части. Итак, первое из них – это то, как оставить неуважительное отношение к гуру. И это оставление неуважительного отношения к гуру состоит из 3 типов. Это унижение, критика и либо неуважительное отношение, критика и гневание гуру, либо поведение, которое ведет к расстройству гуру. То есть здесь говорится, в следующем будет излагаться то, что когда мы встретились с квалифицированным учителем, когда мы получили от него посвящение, передачи и учение, между нами становилось отношение гуру-ученика. И поэтому нам следует хранить самаю. И об этом есть одна история из жизни йогина Друпа Кюнли. Как-то он пребывал в местности, в котором даровалось
посвящение одним учителем, и его знакомый сказал: пошли быстрее получить это посвящение. На которое Пакунлю ответил: если бы я мог получить это посвящение, не придерживаться самай и достичь просветления, то, конечно, бы я пошел на это посвящение. Однако, поскольку это невозможно, то я не могу просто пойти получать посвящение от любого учителя, который появляется возле меня. И действительно, это то, как часто люди неверно понимают это. Они часто идут на посвящение, даже не задумываясь, кто их дарует и смогут ли они придерживаться самой такого посвящения. Поскольку во время посвящения дается обета самая. К примеру, мы повторяем эту фразу, что с этого момента я буду делать все, что ваджарный мастер мне повелит. Что это означает? Это означает, что мы должны осуществлять лишь дharмическую активность. Если мы будем совершать что-то, что будет противоречить дхарме, это будет означать, что мы будем совершать то, что будет противоречить слову гуру. То есть это вызовет неудовольствие гуру, и таким образом мы нарушим свою самая с этим гуру. И есть много различных самай, однако главное из всех этих учений самай с гуру, как это объяснил Джей Гампопо, когда мы следуем за квалифицированным гуру, абсолютно самая пути, самое главное самая, это самая пути тайной мантры. Это самая тело, речь и ума гуру. И это самое главное, что нам следует придерживаться. И часто мы неправильно понимаем, что такое самая. Многие думают, что следовать самая — это что-то как придерживаться законов мирской жизни. Поскольку если мы не будем придерживаться законов, то нас за это накажут. И то есть всегда, когда мы придерживаемся каких-то законов, это не исходит из внутренней мотивации, а лишь страха какого-то внешнего наказания. Однако, в отличие от этих законов мирской жизни, обычных законов, самая не связана с каким-то внешней мотивацией, страхом перед каким-то внешним наказанием. Самая должна сохраняться в чистоте, поскольку она связана с нашей собственной практикой. И поскольку наша практика связана с чистотой самая, мы придерживаемся чистоты самая. Это самая связано с тем, как мы сможем продвигаться в нашей собственной практике. И именно поэтому все ученые и ситхи прошлого в Индии, Тибете, то, что они учили о самае и сохранении чистоты самая, они учили собственного опыта своей собственной практики. Они придерживались самая не потому, что боялись какого-то внешнего наказания, но они видели тесную связь самая с их практикой. И поэтому они понимали, что если мы
мы не будем придерживаться чистоты самая, мы будем испытывать препятствия в практике. А если мы придерживаемся самая, то это будет благоприятно для нашей практики. Именно поэтому они постоянно повторяли, нам следует придерживаться самая, нужно хранить самая. И также иногда мы неправильно понимаем, думаем, что самая — это то, что следует хранить ученику, а не гуру. Это неправильное понимание, неверное понимание. Почему? Потому что самая должны храниться как гуру, так и ученику. Если вы думаете, что только ученик должен хранить самая, а гуру не должен, то это совершенно неверно. И именно самая — это то, что должны придерживаться как гуру, так и ученик. И в том, что касается сути самая, то у самая есть 14 коренных падений. Это 14 коренных падений Ваджраяна. И первое из этих коренных падений, 14 коренных падений, звучит так. Поскольку Ваджрадары сказали, что достижение проистекает от гуру, если мы унижаем, критикуем гуру, является первым коренным падением. То есть здесь говорится, что первым коренным падением является критика гуру. И точно так же и в 50 строках о гуру говорится, что прежде всего нам следует отказаться от критики гуру, вместо этого служить и уважать их. И так, как я уже сказал, сначала 50 строк излагается критику гуру, это 10 стих. Те, кто стали их учениками, если они намеренно критикуют владык учителей, таким образом они критикуют всех Будд, и в результате будут испытывать бесконечные страдания. И мне кажется, что наилучшим объяснением этой строфы дается в комментарии Джет Цангкапы, поскольку это более детальное объяснение. Именно поэтому я хочу объяснить эту строфу, опираясь на этот комментарий. Джет Цангкапа говорит, что после того, как мы начали следовать за кем-то как своим учителем, не до того, но после того, как мы выбрали кого-то и начали следовать за ним, либо за ней. И если тогда мы начинаем критиковать, либо унижать этого гуру, защитника, как было указано, то тогда мы будем испытывать страдания. Это приведет к страданию. Каким образом мы критикуем либо унижаем их? Намеренно. То есть, когда мы критикуем либо унижаем гуру намеренно. Например, если мы говорим, что у гуру недостаточно усердия, у гуру недостаточно дисциплины и так далее, если мы таким образом намеренно критикуем их, то это намеренная критика. И поэтому такая критика, намеренная критика, она соразмерна с критикой всех Будд. Это можно сравнить с практикой накопления заслуги. К примеру, в практике совершения подношений говорится, что
когда мы сохраняем подношение гуру, мы накапливаем заслугу совершения подношения всем Буддам. И точно таким же образом, когда мы критикуем гуру, мы накапливаем негативную карму от критики всех Будд. То есть эти действия, благое и неблагое действие, они соразмерны. И когда... Почему это так? Почему, когда мы совершаем что-то негативное по отношению к гуру, то это обладает такой большой силой негативности? Либо когда мы совершаем что-то благое по отношению к гуру, то это является таким большим накоплением заслуги. Это можно сравнить с тем, что когда мы хотим разжечь огонь. К примеру, если мы хотим разжечь огонь, нам прежде всего нужно высечь искру. Если у нас нет искры, то мы не сможем разжечь огонь. То есть, если у нас нет источника огня, к примеру, сейчас у нас есть газовые горелки и прочее, однако в прошлом их не было, поэтому все носили с собой специальные приспособления для того, чтобы высекать искры. И также в прошлом использовалась лупа. Для чего? Для того, чтобы собрать солнечные лучи с помощью лупы и направить их на древесину, либо на какие-то опилки, которые легко воспламеняются, и чтобы зажечь их, мы можем собрать силу солнечных лучей с помощью лупы и разжечь огонь таким образом. И если у нас нету такой лупы, просто светит солнце, то опилки не смогут загореться просто от лучей солнца. Поэтому нам необходима эта лупа, которая увеличительное стекло, которое усиливает, собирает воедино все эти солнечные лучи. И благословения всех Будд и Бодхисаттв, они подобны солнечному свету, а гуру подобен такой лупе, увеличительному стеклу, который собирает все эти благословения воедино для того, чтобы зажегся огонь, чтобы ученик мог получить эти благословения. Однако, если и поэтому лишь благодаря гуру мы можем получить все эти благословения Будды и Бодхисаттв. Можно сказать, что гуру является вратами для всех благословений Будды и Бодхисаттв. Это первая причина. Второе – это тот, кто дарует нам все наставления, то гуру является тем, кто дарует нам все наставления, все разъяснения учений. Именно поэтому, если мы критикуем гуру, то это очень негативно. И как говорится в сокровищнице Абхидхармы, что хотя они не являются благородными существами, дары родителям, больным и учителям дharмы приводят к великой заслуге.
что здесь Васубанду говорит сокровищница Абидарма Коша? Он говорит о том, что есть 4 типа полей для накопления заслуги. Это поле, наделенное тех, кто наделен качествами, поле тех, кто наделен качеством переношения блага, и третье — это те, кто наделен качеством переживания страдания. И наши духовные друзья, учителя и гуру, они принадлежат к особому полю тех, кто способен переносить благо. И это то, как Васубанду объясняет это в Абидарма Коша Баши, автокомментарий на Абидарма Кошу, сокровищницу Абидармы. Какому из этих полей принадлежат учителя, и принадлежат к полю перенесения блага. И поскольку они даруют существам, ослепленным неведением, глаза мудрости, они учат, что является благим, а что не благим, и они учат их, как практиковать дхарму. Поэтому они осуществляют великую активность всех Будд. И именно поэтому они великие духовные друзья. Также в описании истории жизни Джей Гампопы говорится о том, как Джей Гампопа посетил многих гуру и спросил их, правда ли это, что мы можем достичь состояния Будды за одну жизнь, в одном теле. И многие учителя ответили ему, что это едва ли возможно. Однако Миларепа сказал, когда гуру, наделенный всеми качествами, встречается с восприимчивым учеником, тогда лучшие среди этих учеников достигнут просветления в этой жизни. Ученики средних качеств пробудятся в Бордо, тогда как ученики наименьших способностей пробудятся в следующей жизни. И если этого не произойдет, тогда им нужно будет провести какое-то время в аду. То есть, если этого не произойдет, то для этого будут какие-то причины, которые приведут к рождению в адах. То есть в этой истории жизни Гампопы рассказывается о том, что когда Гампопа задавал этот вопрос своим учителям Кадампы, то они отвечали, что это едва ли возможно. Однако Миларепа ответил, что это возможно, если встречается автентичный гуру и ученик, наделенный качествами. Также говорится, что Гампопа задавал учителям Кадам следующий вопрос. Чтобы достичь просветления, нам необходимо накопить заслугу. То что же является самым могущественным способом накопления заслуги? И когда он задал этот вопрос Миларепе, тот ответил: делать то, что говорит нам гуру, молитву гуру с преданностью и практика должным образом является наилучшим, наивысшим способом накопления заслуги. И мы получаем благословение в соответствии с той верой, которую мы зарождаем гуру. Как сказал Гампопа, если мы обладаем наивысшей преданностью, то мы обретем наивысшее благословение. Если мы обладаем средним качеством преданности, то благословение, которое мы обретем, также будет среднее. И если мы обладаем наименьшим качеством преданности, то мы обретем наименьшее благословение.
В особенности говорится, что если что преданность и вера очень важны. И Гампопа обладал верой к Миларепе. Однако Миларепа сказала ему, что сейчас твоя преданность концептуальна, поэтому ограничена. Однако в будущем ты обретешь не концептуальную веру и преданность. И это и будет истинной преданностью. Благодаря такой преданностью ты сможешь познать истинность Дхарматы, истинной природы вещей. И мы уже с вами говорили о том, что в своем трактате «Добрые деяния» Гампопа говорит о 3 характеристиках гуру. Это то, что он не должен, его поступки не должны противоречить слову Будды, а также предписанию мастеров линии. Он должен обладать великим состраданием, а также отказаться от низшей мотивации низших колесниц. Эти 3 главные характеристики. И такой гуру может быть основой для зарождения преданности. И это очень важно, что такой гуру является опорой для преданности. И важно понимать, что если у нас есть гордыня, и если мы пренебрегаем качествами гуру, либо смотрим с пренебрежением на качество гуру, допустим, если мы думаем, что гуру обладает низшими наставлениями, его реализация недостаточно высока. Я лучше, чем гуру, я обладаю высшими благословениями, у меня выше реализация. И таким образом, если мы критикуем гуру, либо зарождаем гордыню, чувствуем себя выше, лучше, чем он, либо она, то вне зависимости от того, как долго мы будем следовать за таким гуру, мы никогда не сможем получить благословение, либо зародить познание отречения в своем уме. И для того, чтобы зародить опору для практики преданности, необходимо думать, что наставление гуру является наивысшими наставлениями и наивысшими качествами. Есть одна история из жизни Будды Шакьямуни, которая излагается в сутрах Махаяны. В этой сутре говорится о том, что гордыня является большим препятствием для зарождения качеств. К примеру, в Самадхи-раджа сутре говорится, что в прошлом, когда наш учитель Будда Шакьямуни был всемирным вселенским императором, он смог покорить себе все страны, все континенты, включая и все божественные миры. И когда он пришел в миры 33, владыка богов Шакра пришел встретить его. И в этот момент он зародил этот Чакравардин, вселенский владыка, который зародил великую гордыню и соперничество. И тогда он мгновенно утратил все свои чудесные силы и упал на землю и умер. И поэтому гордыня является большим препятствием. Также в Гандавьюха сутре говорится
что наш ум должен быть подобен метле, которая выметает всю гордыню, всю великую гордыню. И также мастера Кадам говорили, что вода качеств не сможет наполнить сосуд гордыню. Поэтому нам следует избавиться от гордыни. И что происходит, что когда мы встречаемся с гуру, то сначала мы уважаем его, однако со временем мы начинаем все меньше и меньше уважать гуру, и в конце концов начинаем его или ее критиковать. И поэтому нам никогда не нужно думать, что мы лучше либо выше, чем гуру. Нам всегда следует думать о том, что мы ниже гуру, либо у нас меньше качеств, чем у гуру. Это лучше всего. Именно об этом мастера Кадам говорили, что если у нас есть гордыня, то мы никогда не сможем получить никакой нектар качеств. Вода качеств не сможет заполнить сосуд, наполненный гордыней. Именно поэтому для того, чтобы улучшить свои качества, нам необходимо видеть свои недостатки и всегда вести себя со скромностью и всегда думать, что качества, которые я обрел, недостаточно. Мне следует продолжать учиться, мне следует продолжать практиковать. Если вместо этого, если вы думаете, что я уже изучил все достаточно, мне нечего больше учить, я уже все знаю, тогда вы ничему не сможете научиться. Почему? Потому что вы не сможете видеть качество в других. А если вы не видите качество в учителях, то как вы сможете чему-то научиться от них? И в результате вы не сможете никак улучшить свои качества. И вместо того, чтобы улучшить себя, вы будете принижать других. И как говорится в тайной мантре Ваджраяны, если вы считаете себя высшими от гуру, по сравнению с гуру, то вы не только не сможете развить никаких качеств, но также те качества, которые вы уже обладаете, будут утеряны. В связи с этим в истории жизни одного великого Махасидхи, которого звали Чакрасамвара Кришнапада, говорится, что как-то он нарушил слово своего гуру Джаландара. То есть он не послушался совета гуру. Его гуру Джаландара сказал ему, что он еще не готов для того, чтобы практиковать йогическое поведение. Однако Чакрасамвара Кришнапада не послушался. Он начал практиковать йогическое поведение йогина. И благодаря этому его активность процветала, и он собрал больше 1000 учеников. И как-то они все вместе плыли на корабле на Шри-Ланку. И внезапно корабль начал тонуть. И все эти 1000 учеников утонули. И лишь один Кришнапада не утонул. И поскольку он обладал чудесными силами, он
не утонул, а пошел по воде. И в этот момент Кришнапада возгордился и подумал: о, у меня есть качества, которых даже нет у моего гуру. Я могу ходить по воде, мой гуру не может делать этого. То есть он возгордился, и в тот момент, когда он возгордился, он утратил всю эту чудесную силу и начал тонуть. И когда он начал тонуть, в небе появился гуру Джаландхара и сильно отругал его. И тогда Кришнапада раскаялся перед гуру. И тогда гуру Джаландхара сказал ему, что ты не сможешь обрести высшие ситхи в этой жизни. Однако, если ты продолжишь обучение и практику, то ты сможешь обрести высшие ситхи в следующей жизни. Это история из жизни индийского Махасидхи Кришнапады. И следующее хочу рассказать историю тибетского учителя Миларепы. Говорится, что у Миларепы было два ученика. Один подобный Солнцу Гомпопу, а другой подобный Луне Ричунгпу. И этот луноподобный ученик Ричунгпу, он также неуважительно относился к Миларепе. И есть несколько эпизодов в истории жизни Ричунгпы, в котором он неуважительно относится к Миларепе. Я хочу рассказать одну из них. Это касается путешествия Ричунгпы в Индию, во время которого он встретился с Тибупой и с Мачек Лабдрон и получил от них цикл учений бесформенных дагинь. И когда он получил эти учения, он возвращался обратно в Тибет из Индии. И по дороге он встретил одного небуддийского учителя, который сказал ему, что Ричунгпа, ты сейчас идешь в Тибет, и когда ты придешь туда, тебе нужно будет распространить учения, которые ты получил в Индии. Для того, чтобы сделать это, тебе нужно будет уметь защищать эти учения. И я обладаю наставлениями, которые помогут тебе сделать это. Поэтому отдай мне свое золото, и я дам тебе эти наставления. То есть индийцы знали, что у тибетцев есть золото. Поэтому этот индийский учитель магии очень хотел заполучить его. И Ричунгпа соблазнился этим предложением, отдал этому учителю магии золото и 7 дней учился с ним, получал от него наставления по практике магии. И после этого Ричунгпа продолжил свой путь в Тибет. И в то время Миларепа пребывала в ретрите, в затворничестве, в месте под названием Дракмар Чонлинг. И в один день у него было видение Ричунгпы. И сначала это Ричунгпа выглядел как ступа, наполненная ярким светом. А затем он, после того, как этот небуддийский учитель даровал ему учение черной мантры, то эта ясная ступа превратилась в торнадо, начала крутиться на месте и утратила свой свет. И тогда Миларепа понял, что это очень неблагоприятно. И он вышел из ретрита и отправился в долину, открытую долину, которая называлась Палмо. И когда... То есть это была такая открытая равнина, на ней не было деревьев,
И поэтому Ричунпо смог заметить Миларепу издалека. И когда он заметил Миларепу, то у него зародились такие мысли: о, я получил столько учений Дharмы в Индии, и поэтому гуру вышел меня встретить. Будет ли он простираться передо мной? То есть, и тогда, если он будет простираться передо мной, тогда я буду простираться перед ним. То есть Ричунпа возгордился и ожидал, что Миларепа будет перед ним простираться. Однако Миларепа не стал простираться перед Ричунпой. И это Ричунпе не понравилось. И тогда Ричунпа спросил: гуру, все ли у вас хорошо? И Миларепа ответил, что да, у меня все чудесно. И он спел песню о счастье. И в этой песне он пел о своей жизни полной практике. И тогда Ричунпа сказал: гуру, я был в Индии, и я принес оттуда цикл учений бесформенных дакинь. Это очень важный цикл учений. Поэтому взгляни на эти учения, подходящие для Дхармы для тебя. И то есть он ожидал похвалы от своего гуру. То есть, по сути, он говорил: ты должен восславить Дхарму, которую я принес, и также восславить меня за то, что я ее принес. И увидев все это, Миларепа понял, что Ричунпа зародил большую гордыню. И тогда он спел песню, чтобы усмирить эту гордыню. А после этого он забрал у Ричунпы сверток с писаниями, с текстами, которые Ричунпа принес из Индии, и начал быстро удаляться, идти очень быстро. Поскольку Ричунпа уже проделал такой длинный путь, он уже устал, и он чувствовал себя истощенным, и он не мог идти так быстро, как его гуру. И Ричунпа понял, что Миларепа не хотел получить эти наставления от Ричунпы, поэтому он взял их и быстро ушел. И Ричунпа начал волноваться: о, зачем он забрал все мои тексты, если я не смогу догнать его, то, возможно, он отдаст их кому-то, поскольку очевидно, что они ему не нужны. Поэтому Ричунпа начал бежать вслед за Миларепой, и Миларепа подождал, пока Ричунпа догнал его, и он спел Ричунпе песню, в которой он сказал, что на самом деле у меня более глубокая связь с Тибупой, чем у тебя. И я знаю Ваджраварахи дольше, чем ты. И так
И они продолжали вместе идти по этой долине Палмопалта. И когда они шли, Ричумпы продолжали зарождаться негативные мысли. Он думал, что у всех дharma-учителей всегда есть провизия, когда они пребывают в затворничестве. Однако у моего гуру нету ничего, у него нету никакого места, в котором он мог бы комфортно пребывать, и нет никакой пищи. И взгляните только на его тело, его тело распадается на части, и он никогда не моет волосы, и поэтому его все волосы спутаны. И у него нет никакой одежды, он одет лишь в кусок хлопковой материи, и это одна и та же материя, которую он носит всю свою жизнь. Это все не является тем, что я бы назвал знаком достижения в практике. Как может кто-то, у кого такая неблагая карма, называться ситхой? И он думал таким образом пренебрежительно по отношению к своему гуру. Он был расстроен и разозлен, что гуру не оценил все его усилия путешествия в Индию и обретения всех этих учений в Индии. Поэтому он начал думать о своем учителе как просто каком-то бродяге, которого зовут Ситхой, который на самом деле таким не является. И в этот момент Миларепа увидел лежащий на земле рог яка, ячий рог. И тогда Миларепа сказал Ричунгпе, что даже то, что сейчас кажется нам неважным, ненужным, в будущем может быть полезным. Поэтому возьми с собой этот ячий рог. И Ричунгпа подумал, иногда мой гуру говорит, что ему вообще ничего не нужно. Однако также иногда он более жадный, чем старик. В чем польза от этого ячьего рога? Ячий рог нельзя съесть, его нельзя на себя одеть. Зачем он нужен? И он спросил, можно ли его выкинуть. На это Миларепа ответил, что у тебя нету никаких вещей, поэтому ты можешь продолжать понести этот ячий рог еще немного. Продолжай нести его, сказал Миларепа. И в то время был очень приятный, ясный день. Но вдруг в небе начали клубиться тучи, и внезапно разразился сокрушительный ливень с градом. Градины были размером с ладонь и с размером с голову. И тогда Ричумпа подумал, что он просто возьмет ячий рог и убежит. Но ему было некуда бежать, это была открытая равнина. Поэтому он просто сел на землю и закрыл голову руками. И он не знал, куда делся его гуру
этот град начал утихать, он посмотрел вокруг и нигде не увидел Миларепу. И затем он услышал песню, которая раздавалась из Ячьего рога. И он приблизился к этому Ячьему рогу. И он понял, что голос раздавался изнутри, доносился изнутри Ячьего рога. И тогда Ричумпа хотел поднять его, чтобы посмотреть в середину, заглянуть в середину. Однако этот Ячий рог стал тяжелый, как скала. И тогда Ричумпа лег на землю, приложил щеку к земле и заглянул вовнутрь рога. И он увидел, что в середине рога находился Миларепа. При этом Ячий рог не увеличился в размере, и Миларепа не уменьшился в размере. Тем не менее, Миларепа чувствовал себя довольно комфортно внутри и делал логические упражнения. И Миларепа спел для него песню, сказав ему: «Ричумпа, иногда твое воззрение высокое, иногда оно низкое, иногда твоя медитация ясная, а иногда она лишена ясности. Иногда ты ведешь себя расслабленно, а иногда ты торопишься. И я сижу в узкой части рога. Давай, переходи сюда, в широкую часть, залезай в широкую часть». Ричумпа попытался засунуть хотя бы руку в Ячий рог, но он не смог даже просунуть руку. И тогда он взмолился к своему гуру. И тогда Миларепа вышел из рога и взглянул на небо. И в это мгновение все облака расчистились, и вышло солнце. Оно быстро высушило одежду Ричумпы. И Ричумпа Ричумпа утратил всю свою гордыню. То есть это та история, которая демонстрирует нам отношения Ричумпы и Миларепы. И есть другие истории, в которых Ричумпа зарождал гордыню, и каждый раз Миларепа мог преодолеть эту гордыню. И часто Ричумпа делал то, что Миларепа не говорил ему не делать. И много историй говорит нам об этом. И мне кажется, что сейчас это подходящее время, чтобы прерваться. Я хотела также говорить сегодня о том, как оставить критика, но об этом можно долго говорить, поэтому давайте остановимся на этом. Благодарю за внимание.